Определение здоровья. Помните его? Да, график рисовали, как начинается. Да. Вот остается в голове, да? Да. Что такое здоровье? И зачем нам вообще здоровье? Зачем мы сюда пришли? Могли бы, ходили бы себе там, что-то кушали. За последние 30 лет сильно изменилось питание. Оно стало ультрапастеризованное. То есть до этого были советские стандарты, да, где качество, вот, простое оно было. Но потом зашло со всего мира питание, и там очень много добавок. Вот почему американцы, допустим, пьют 60% на постоянной основе. Потому что болеть невыгодно. По страховке, у меня друг в Америке упал, и чтобы по страховке обратиться в больницу, $4500 надо. Понимаете? Они, я смотрел, сколько обращаются, они больше в скорую помощь обращаются, в первое лечение, но на 9,9 дней меньше лежат в больнице, чем наши граждане. Потому что они, понимают, берут ответственность на себя. Здоровье – это твоя, это не врача твоего участкового обязанность, не твоих родителей, это твоя личная ответственность. Вот к чему я веду, понимаете? И вот этот продукты наши, фамилия как, Дэн? Патнем. Дэн Патнем, они семейный бизнес. Семья, супруга его, он. Они создали этот бизнес просто качественного питания. Вот. У них была цель, чтобы люди правильно питались, без добавок, без ГМО, без пестицидов, гербицидов. И что они сделали? Они создали ученый совет. Не просто сами молоко, кефир, это набрал, а именно ученый совет. И входят туда люди с мировым именем. Вот, допустим, один профессор, 40 научных патентов. Работал в Гарварде, биохимик, клеточным питанием занимается 10 лет. То есть механизм клетки. Вот сравните уровень нашего профессора, да, и американский. Сложно получить, да? Потому что в Америке 108 нобелевских лауреатов. Это один из таких стран, двигателей вообще мирового развития. И осталось 10-15 лет, полностью разберут уже человека. Новые методы лечения, проблемы со старением, уже все, потому что техника стала позволять. Развитие, влияние, ну вот, лаборатории, допустим, если мы говорим Пифагор, да, он считал Пифагор, Авиценна, Пифагор где-то 4 век до нашей эры, Авиценна 7 век нашей эры, да, они считали туберкулез наследственной болезнью. Понимаете? Потому что один человек заражается, он заражает близ окружающих. Да? По советской статистике один человек заражает 25 человек. Открытой формой туберкулеза 25 в течение года. По статистике ВОЗ 16 человек. Но в 1870 году